Только что был так называемый прилет. Быстро нас направили в блиндаж спрятаться. Пересидели от прилета, потом пришли, осмотрели, поздравили пацанов с днем рождения, со вторым тоже спецприлет. Сеть блиндажей, навести, доложить. Утро начинается с раннего выезда. Сегодня 8 часов. С командой БСТ едем на долгожданный леса Кременной. Поедем в полк Башкортостан. Давно хотели уже пообщаться с ребятами. Кадровый военный, заканчивал Ленинградское артиллерийское командное училище имени Красного Октября. В 86 году закончил. У меня сын, будущий офицер. Сейчас курсант 3-го курса, то есть пошел по стопам, как говорится, отца и моего брата старшего. Династия военная. Чтобы ему меньше досталось этой нечисти здесь повоевать, сыну. Ну и глядя на то, что бомбили, обстреливают и до сих пор границы и приграничные районы, тут вот это все накопилось, принял решение. Приехал в башвоенкомат, предложили должность командира дивизиона. Мы работаем в полном объеме до подавления, уничтожения противника, то есть, чтобы выполнить боевую задачу. Уже идем на огневую позицию артиллеристов. Как сообщают военные, здесь по прямой где-то около 6 километров до противника. Ну давай, показывай хозяйство. Сейчас к основному, где пункт управления у тебя. Там пообщаемся и дальнейшее план. Я здесь с самого первого дня, за 4 февраля, зашел с Черниговского направления. Вот. Сейчас здесь, в Кременном, в составе башкирского полка. Вот. Я служил в другой бригаде, то есть сравниваю, конечно, предыдущую бригаду и здесь. Мне здесь больше нравится, потому что здесь более уютная обстановка. Вот. Кругом земляки, у нас есть взаимопонимание, практически без слов друг друга понимаем. Только мне стоит сказать, выйти на связь, довести что-то. Он говорит, я тебя уже понял. Считаю себя даже сыном башкирского народа, то есть да, даже несмотря на то, что я русский, горд, я служу здесь, в этом подразделении. Блиндаж отдыха, где мы, получается, то есть обедаем, быт у нас происходит. Боксер, а ты сам откуда? Стерлитамакский. Как условия созданы? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сразу с камерами уж. Как настроение? Настроение боевое, оптимистичное. Как позывной ваш? Левша. Блиндаж был построен за 3 дня. Получается, все остальное в процессе, то есть быта, жито, то есть До оборудования. дооборудовали. Ну здесь активненько, да? Так точно. Потому Да, что активно. позиции не только нашей батареи, нашего дивизиона, здесь очень много подразделений артиллерийских вокруг. С пункта управления я даю команды по одной цели, сосредоточенный огонь, залпом, чтобы было 333. А корректируется, получается, с беспилотников? Беспилотников, наше подразделение БПЛА, Айгир. У нас получается, так скажем, вот такие вот тропки, называется тропа сообщения. Ведется она вот так вот зигзагом. Стараемся, то есть этот ландшафт, который имеется здесь, не нарушать. Это связист, который сейчас, собственно, держит связь с управлением полка. Это получается у меня вычислитель и топогеодезист, который ориентирует орудие в основное направление стрельбы. Ну и, собственно, здесь мы все живем. Все дежурят круглосуточно. Вообще, то есть вся работа производится не по старинке. Все через мобильное приложение. Мы сокращаем время при помощи этого. И здесь уже все производятся расчеты. Также, получается, мы снимаем метео здесь из интернета. Приложение работает хорошо, точно. И нам важно попасть, получается, первым снарядом, практически, то есть точно его положить. Дальше уже идет корректура, и мы прям все уже закидываем в лунку. Наша приоритетная задача здесь, получается, выполнить боевую задачу при меньшем количестве боеприпасов. То есть, если мы затратим, например, на цель 3 снаряда, это очень хорошо. То есть, мы в основном укладываемся в 4.
когда нам приводят цель, мы с погребка, значит, вытаскиваем, подготавливаем боеприпасы. Обязательно по весовым знакам, то есть ранее я им довожу, какие заряды, какие снаряды, с какими весовыми знаками. Пришел сюда по зову сердца, когда услышал, что идет набор в полк Башкортостан, потому что живем в Башкирии и друг другу помогать должны. Особая благодарность республике за всестороннюю помощь, особенно главе, потому что очень много помощи от него идет и курирует очень хорошо. Мы здесь воюем ради победы, ради России. Позывной «Медведь». Я призвался Альшевского района, деревня Ташкичу. Я хочу передать привет своим детям. Азалька, Фидан, Алмаз, привет большой. Жене Алине привет большой. У меня также воевал прадед под Сталинградом, вернулся домой живой. Также и сейчас мы его правнуки, внуки, также отбиваем эту, как говорится, нечистую силу. Ну, победа будет за нами. Всей Башкирии привет от полка Башкортостан. Артиллеристы уже готовы к бою, в общем-то гаубица заряжена, ждут только команду и ждут, соответственно, актуального адреса, куда нужно попасть. Музыкант, один снаряд, огонь. Орудие! Внимание, выстрел! Парни работают здраво, уже первый снаряд полетел, сейчас будет небольшая корректировка и, соответственно, уже второй удар сразу следом. Выстрел! Прямо сейчас в ушах звенит, на самом деле. Удар очень мощный. Корректировка идет по ПЛА, наверное, да? Да. Угу. Расчетами БПЛА, который находится на переднем крае. Разведка другая сегодня. Да, то, что было 15, 20, 30 лет назад, когда я обучался в военном училище, сейчас совершенно уже другие методы ведения артиллерийской разведки. Это все технология. Артиллеристы готовятся к следующему удару и будет... После произведенной работы необходимо покинуть место и, соответственно, уйти в укрытие, потому что может быть ответный удар. Цель подавлена. Наши ребята сейчас продвигаются вперед. Важно, то есть, прикрыть, да, получается, кто вот сейчас прям работает, наши пацаны? Да, то есть они выходят в пункт управления, соответственно, требуют артиллерийскую поддержку. Мы ее даем. Мы работаем здесь сейчас одним орудием, так сказать, точечно, ювелирно, как снайпер. Попадаем практически с первого раза. Позывной учитель, родом из Башкортостана. Почему учитель? Потому что работаю в школе. Да? А школа где? Какой школе привет хотите передать? Привет большой школе МОБУСОЖ, деревня Максим Горький. Всем коллегам большой привет. Почему решили пойти на СВО? На СВО решил пойти, потому что это наш долг, мужчин, защищать свою родину. Тем более, когда страна находится в таком состоянии, когда всем нужно сплотиться, когда враг рядом. Угу. Как здесь работа идет? Как вот парни плечом к плечу стоите здесь? Всех плечом к плечу, все хватает. Большое спасибо руководству республики и всему народу России, что они так помогают военнослужащим с гуманитарной помощью. Нам все хватает. Хотелось бы большой привет передать семье своей, любимой жене Айгуль, дочерям, сыну большой привет, родителям. Победа будет за нами. Маревелаклан пеш кугу салам олем, салам. Салам лиш, юратым ватым белен руфиналан, Калтатсарайот гашен чашка жалгашен улеш. Салам олем, юдрем белаклан, Луинска юдрем, Илона юдрем, Юлечка внучкам лан кугу салам. Юрий Кителен салам, Валерий Кителен кугу салам, Трубик жалгашен, Трубик лаглан биги салам. Улянгана онжок кайне, и победа за нами будет. Слушайте, но это в очередной раз доказывает, что у нас в республике все народы живут в согласии, в дружбе. В дружбе, да. Вот.
А вы чувствуете, что вы башкирский мариец? Я и есть башкирский мариец. Вот так. Я и есть башкирский мариец. Вот такая вот у нас дружба в республике, на самом деле. Только что был так называемый прилет. Быстро нас направили в блиндаж спрятаться. Да, пошла на самом деле ответка. Заснять не успели, но всех отправили в блиндаж. Зацедрив, как дела? Ну, уже, конечно, прилеты, ответка не первый раз, но каждый раз, как первый раз, это очень страшно. Каждый Ладно, раз, да. хорошо, что от блиндажа не успели далеко отойти. Мы упали на землю. Ну, это мелочи, на Но самом деле. лучше даже в грязь упасть, но остаться живым, потому что если приземлиться где-то рядом, осколки разлетаются. Недавно у нас вообще в блиндаж пацанам прилетело прямое попадание, 2 снаряда, но они были без взрывателя. Вот я видео тоже снимал, у меня есть видео. Не сработали, то пацанов день рождения второй были. Ну ничего, потом это, пересидели прилеты, потом пришли, осмотрели все, поздравили пацанов с днем рождения, со вторым тоже, кстати, прилет. Поэтому лучше, Хорошо, да, лучше, да, посидеть пока, посидеть, переждать. Чайку еще хотите? Нет? А что такое? Нормально все? Главное, чай есть. У нас, да, главное есть чай и сигареты, все. Сейчас направляемся еще к одним нашим ребятам. Это реактивщики, это артиллерия реактивная, тоже здесь в лесах. Немножко они подальше, чем ствольная артиллерия, но при этом также они поражают цели. Сейчас пообщаемся, познакомимся, но самое главное, совсем скоро будет боевая задача. У нас отдельное подразделение реактивной системы залпового огня, реактивная артиллерийская батарея. Наша, как основная задача, это удары по тылам противника, по перемещениям противника, скопление техники, скопление личного состава, склады с боеприпасами. Вот наши приоритетные цели. Здесь вроде бы на первый взгляд просто лес, но здесь закопано наше подразделение. Мы все находимся здесь. Это не одна позиция моя, есть еще позиция, кроме этой. В каком режиме приходится работать? В усиленном режиме. Мы работаем и день, и ночь. Ночью тоже даю цели, потому что скопление техники, скопление личного состава, передвижение происходит только ночью у врага. В основном они прячутся за мирным населением. Если бы не прятались бы за мирным населением, я думаю, эта война была давно закончена. Это самое грозное оружие в полку, в нашем полку Башкортостана. У нас несколько машин боевых, это установка «Град», 40 направляющих, это калибр 122 миллиметра. Дальность полета 20 километров. Снарядов все хватает? Снаряды хватает, все есть. Вопросов по доставке, по обеспечению вообще нет. Позывной Мяли с Гафурийского района. Я как бы водитель на БМке, старший водитель, «Ласточка» называю. Так ласково. Ну да, женский пол. А моя задача, самое главное, обеспечить, чтобы ребята домой вернулись все живые, быстрее с позиции отстреляться и быстро домой вернуться. Несмотря на то, что они на передовой, вообще не расстраиваться. Вот у них здесь есть директор по науке и развитию. Заходим в блиндаж. Здесь тепло. Мне обещали, что здесь есть PlayStation. А, вот он. Для чего надо? Чтобы, соответственно, отвлечься, наверное? Да, после выездов немножко ребятам отдохнуть, как бы, расслабиться чуть-чуть, обстановку немножко разрядить. Играют. Ну как, жить здесь можно? Нет, нормально? Да, условия? все нормально. Сами создавали, все делали? Да, конечно, с нуля все копали, все делали, оборудовали, печку поставили, сушилочку небольшую сделали здесь. Печка тоже из Башкирии, наверное, нет? Да, из Башкирии. Привезли с гуманитаркой? Да, все вместе. Это, кстати, республике большое спасибо за то, что нас обеспечивают, как говорится, и всеми условиями все создается. Даже вот такое искусство есть. Вот. Слушайте, лебеди — это же символ семьи, символ любви. Скучаете по семье? Да, конечно. Домой, конечно, охота. По близким, по родственникам тоже соскучились. Да не один, все ребята соскучились. Но на связи все нормально? Да, на связи все, пишем домой. Это наша запасная позиция. Будем сегодня отсюда работать. У нас дежурство идет на дальних позициях. С дальних позиций мы бьем коротышами, с короткой дальностью ракетами. А здесь уже более дальнобойными, у них радиус действия 20 километров. Будем работать отсюда. Важно точно навестись и это сделать очень быстро.
Потому что время дорого. Ну, пришел по зову сердца. Дед воевал в этих местах, участник Харьковской наступательной операции. Буран, я их принял, готов 200, подготовился огонь. Против нас воюет Запад и Америка. И мы должны победить в этой войне. Вот этим прибором ориентируем орудие по основному направлению. То есть наводим в горизонтальной плоскости. Дальше уже по программе делаем расчет с применением, смотрим, какие метеоданные, и уже рассчитываем по вертикали. Геодезия в действии, да, как говорится? Да. Здесь геодезия, как бы математика. Буран, Якома-2, готов принять адрес. 40 241. 40 241. Сейчас уже передана точка, по которой будут бить. Слышите, наверное, там выезжает машина, боевая машина на позицию. Мы идем напрямую на позицию. Можете наблюдать, что уже на самом деле машина полностью заряжена. В одном пакете, вот мне говорят, что около 40, в общем-то, реактивных снарядов. Идет сейчас подготовка к цели. Без этого оборудования эта машина слепа, практически слепа. Это старший офицер батареи, это мозг батареи. От него зависит точность попадания. От него зависит полностью стрельба. Точно попадаем? Точно попадаем на 95%. Скапливается вся живая сила и бронетехника. Пока идет корректировка, надо отметить, что у нашего полка Башкортостан зона ответственности на всей линии фронта порядка 25 километров. На этом расстоянии наши парни сдерживают врага, такая активная оборона. Наши реактивщики сейчас уже отработали. Важно вовремя уйти с позиции, потому что именно сюда может сейчас и в ответ прилететь. Служим уже практически полгода. Доброволец. Почему решили пойти? Воспитание от родителей досталось. Ну и собираюсь сыну стать примером. Сын тоже взрослый, тоже отслужил, пришел. Не очень правильно будет. Кто дома ждет? Семья. Жена, дочь, сын, родители. Родители старенькие, привет им. Как пацаны здесь, плечом к плечу? Плечом к плечу. Коллектив уже слаженный. Прошли слаженное боевое еще в пределах России. Сейчас коллектив уже более-менее скомплектовался. Знаем подход друг к другу. Знаем, как себя вести по отношению к другим. Уже слаженный коллектив готовый. Задачи решаются, все нормально? Все поставленные задачи решаются вовремя. Стараемся. Слушайте, вот республика, дом далеко, да, чувствуется поддержка, может быть? Поддержка чувствуется, поддержка очень хорошая. Спасибо всем, кто неравнодушный, высылает нам гуманитарную помощь. Вот это все оборудование, генераторы, инструмент, бензопилы, не знаю, все. Отдельное спасибо в нашу Благовещенскую церковь отцу Сергию. Очень много нам выслал. Арматурный завод печи выслал. Поддержка чувствуется, всем спасибо. Идем к победе, победа за нами. Башкортостану привет, город Нефтеканск. Всем знакомым, близким, брату, Бахыту, город Нефтеканск, салям. Башкортостан алга. Давай, Восток 30. Стоит, туда сейчас еще бы навести бы.